Сейчас вместе с причинами попытки переворота в Турции не менее активно обсуждают последствия, в частности для экономики. Тут как раз уместно вспомнить поговорку, что деньги любят тишину. Убытки от ее нарушения только начинают считать, но они уже огромные. Из Анталии репортаж Юлии Ольховской. Подробности стрельбы и бомбежек на турецких улицах, которые сопровождали провалившийся госпереворот, в турецких газетах теперь обсуждают наряду с неутешительными новостями экономики. Курс лиры упал почти на 5%. На турецкой фондовой бирже снижаются котировки крупнейших компаний страны. Заместитель премьер-министра Турции Махмет Шимшек хоть и попытался внушить оптимизм, заявив, что нет никакой необходимости беспокоиться, прогнозы авторитетного международного агентства Moody's говорят об обратном. Кредитный рейтинг Турции будет пересмотрен в сторону понижения. Если же рейтинг будет снижен, если же деньги начнут выводиться, то это вызовет цепную реакцию, продолжится падение акций, соответственно, Турция сползет в рецессию. Ключевая проблема Турции на сегодня, по мнению аналитиков, внутриполитическая неопределенность. То есть как раз то, чего больше всего боятся главные игроки в экономике – инвесторы. Нестабильность политическая закроет сейчас на какое-то время всякие возможные перспективы для новых вложений, для притока капитала. Что, конечно, для Турции будет ощутимо. Турция, естественно, зависит от притока этих денег, потому что своих капиталов там немного. За последние месяцы, как сообщают СМИ, объем иностранных вливаний уже упал почти в 2 раза по сравнению с 2015 годом. По мнению экономистов, это лишь начало. Развернутые властью после путча массовые чистки и неизбежное усиление контроля в финансовом секторе вряд ли понравится бизнесу. Неудача нынешнего переворота с большой вероятностью приведет к тому, что в Турции возобладают исламистские подходы к регулированию, в том числе и экономической жизни. Это достаточно грустно для многих иностранных инвесторов, для транснациональных корпораций, которые работают в Турции, потому что, скорее всего, будут приняты законы, которые так или иначе ограничат их хозяйственную деятельность. И первые признаки этого явления уже наблюдаются. То есть отношения Турции с таким своим стратегическим союзником, как США, явно охлаждаются. Гигантская статья турецкой экономики «Туризм». С начала года общий поток отдыхающих, по данным Министерства культуры и туризма, сократился на 23% по сравнению с прошлым годом. В турецких аэропортах сейчас практически нет иностранных туристов, ни россиян, ни европейцев. Мы находимся в аэропорту Анкары, терминал, откуда отправляются рейсы на турецкие курорты. Он почти пустой. А это уже аэропорт Анталии. Здесь, как видно, не очень многолюдный. В основном среди как улетающих, так и прибывающих пассажиров граждане Турции. Многие иностранцы сейчас боятся не только отдыхать в Турции, но и лететь сюда. Во время попытки госпереворота безопасность воздушного пространства страны, по большому счету, никто не обеспечивал. Что, если бы во время полетов истребителей-мятежников в небе оказался самолет с туристами? В общем, путчисты, желая того или нет, нанесли, можно сказать, смертельный удар по национальной туротрасли. Еще пару недель назад у турок появилась надежда на завершение кризиса. Россияне снова поехали на местные курорты. Рады им были настолько, что встречали с шампанским. Теперь надежды рухнули. Пустынные пляжи, скучающий персонал гостиниц. Большинство из них до конца сезона, скорее всего, не заполнятся и наполовину, сетует владелец небольшого отеля в Анталии Ведат Бутунер. Мы стараемся сделать все, чтобы туристам у нас было комфортно, но сейчас в гостинице отдыхают в основном местные. Иностранцы после попытки госпереворота массово отменяют брони. Вот сегодня девушка из Белоруссии позвонила и сказала, что не прилетит, опасается за свою безопасность. Самый серьезный за последние годы кризис переживает и турецкий рынок недвижимости. Директор крупного агентства в Анталии Васыф Чермик говорит, что европейцы и россияне, раньше активно скупавшие жилье на морском берегу, взяли паузу. За последний год спрос упал на 80%. Раньше люди покупали и гостиничные комплексы, и небольшие дома, и земельные участки. Теперь, напротив, продают недвижимость, особенно российские клиенты. Жилой район Анталии недалеко от моря. Небольшие квартиры здесь всегда пользовались спросом у выходцев из бывших союзных республик. Сейчас повсюду на балконах объявления о продаже.